Дорогие гости, друзья, рады приветствовать вас на канале культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня в рубрике «Полезно, интересно и коротко» вы узнаете о легендах, живущих в кыргызском народе уже не одно столетие. И расскажу о них вам я, Алина, гид 2016 года. Как вам известно, кыргызский народ богат легендами и мифами, и я уверена, что каждый из вас знает хотя бы одну легенду. Легенды возникли на заре человечества. Еще первобытные люди, пытаясь объяснить непонятные для них природные явления, придумывали различные мифы о богах солнца, дождя, грозы и так далее, которые карали людей за их непослушание. Легенды же несут в себе определенные исторические данные, которые передаются из поколения в поколение, обрастая все большим количеством дополнений. И сегодня я хочу вам рассказать некоторые из легенд. И первая легенда – это о необычной скале в виде разбитого сердца ущелья Жетөгүз. В давно минувшие времена, когда наши деды были еще маленькими детьми, жил хан. Дожил он до возраста 75 лет и отличался своим жестоким характером. Однажды, когда он охотился вблизи своего лагеря, он увидел молодую девушку. Она была так красива, словно казалась дочерью солнца. Невозможно было оторвать глаз от ее грациозной походки, от ее длинных, заплетенных в косы волос, и хан во что бы то ни стало решил завладеть ею. Недолго думая, он отправляет своих людей схватить ее и привести ее к нему. Девушка была родом из бедной семьи и с детства была обручена с молодым человеком. Судьбе было угодно так, что они горячо полюбили друг друга. И как только молодые влюбленные узнали, что хан послал своих воинов схватить девушку, они решили убежать высоко в горы и спрятаться там, так как мысль о возможной их разлуке была для них невыносимой. Они пустились в путь. Но по дороге посланцы хана, воины, которые служили ему честью и преданностью, схватили и убили юношу. Девушку привязали к седлу лошади и направились к лагерю хана. Отчаяние, горе, чувство безысходности сделали свое дело. Ее сердце не выдержало, и она умирает. Прошло время, и на том самом месте возникла гора. Если стоять у подножия горы и смотреть на ее вершину, то на фоне неба можно заметить очертания разбитого человеческого сердца. А посередине выступает красная глина, и кажется, как будто сердце до сих пор кровоточит. Да, это печальная легенда, но, друзья, не будем грустить. Если вы будете в ущелье Жетөгүз, то обязательно обратите внимание на эту скалу и, надеюсь, вспомните данную легенду. Ну а мы перейдем к следующей легенде, не менее интересной. Легенда о высокогорном водоеме. Итак, раньше на месте озера Сарычелек была огромная долина. 1000 лет назад из страны драконов, так раньше называли Китай, в долину пришли жрецы в одеждах из золотой чешуи. Они были служителями морского бога Хо. Основав в долине город Сайхо на берегу реки, протекающей в долине, они 1000 лет жили в мире и покое, поклоняясь своему морскому богу из рыбьего тела и головой человека. Сам бог жил в мраморном храме внутри водоема. Бог научил местное население земледелию, скотоводству и другим наукам. И 1000 лет жила в мире долина, которым управлял морской бог, пока неожиданно не пришла к ним беда. Завоеватели, узнав тайный проход в долину, ворвались в запретный город. Почти все население и жрецы были перебиты. И тогда верховный жрец взмолился к своему морскому богу и попросил покарать захватчиков. И выплыл морской бог из воды, огласив всю долину громким звуком. Рухнули скалы, окружающие долину, и вода хлынула с горных вершин вниз. Все захватчики были уничтожены, а вода смыла последние воспоминания о морском боге и о его народе. И так образовалось озеро Сарычелек. И, возможно, до сих пор там обитает морской бог Хо. На этом на сегодня все. Друзья, надеюсь, вам были интересны сегодняшние легенды. Если вы знаете другие версии данных легенд, то пишите нам в комментариях, пишите еще, чтобы вам было интересно еще узнать.
Будьте с нами, ставьте лайки, и напоследок хочется сказать: берегите себя. До новых встреч!